Фашаран чишдахтама медицинонер кашткама саудонынымыз фоншада навоздугада имаджи. Карантина хыгда иштадамынымыз тащи, миндуа шада навозаштада имаджи. Орашей фалхашканчтам саштарда управление ражамона джихадива Абулата Зарима кутбамбарын котта. Автомай фыцагар кашты коронавирус рабара коттуй сапурада имагма. Бараккананта арвыштырсыдышты Машкуй референс-центрма. Одним из таких критериев, нехороших критериев, к сожалению, является поздняя обращаемость. Это означает, что пациент, возможно, с какими-то признаками уже был, он занимался самолечением, пока не присоединялось какое-то дыхательное расстройство. И вот тогда, когда уже присоединяется дыхательное расстройство, когда бывает очень тяжело уже дышать, то тогда, к сожалению, вот это может быть уже упущенное время. И когда уже госпитализируют такого пациента, конечно, мы его обследуем, потому что все 100% пациенты, поступающие в КБСП, перед тем, как они поступят, машина скорой помощи, которая их забирает, они везут через КТ, то есть компьютерную томографию легких выполняют для того, чтобы определить, есть ли это пневмония и какой этиологии. Дальше забор анализов крови, тот, который также может подтверждать дополнительно к тому алгоритму обследования пациентов, и уже дальше присоединяется специфическая или традиционная терапия. Для того, чтобы мы четко понимали, вот кто на ИВЛ уходит, в основном пациенты, уходящие, уходят туда с хроническими заболеваниями. И мы уже неоднократно говорили, что в зону риска попадают пациенты старшего возраста, имеющие достаточно большое количество хронических заболеваний. Связано ли это с сердечно-сосудистой патологией, сахарным диабетом, с какими-то другими системными заболеваниями. И в том числе в зону риска попадают лица с пониженным иммунитетом, те, которые состоят в регистре онкологических пациентов и получающие, допустим, химиотерапию, либо какую-то другую специфическую терапию. Вот они в зоне риска.